Добрый день, уважаемые слушатели. Подскажите, пожалуйста, меня слышно и выведена ли на экран презентация? Отметьте, пожалуйста, в чате плюсиками. Все слышно, все понятно. Так, добрый день, уважаемые слушатели. Сегодняшняя тема моего выступления будет посвящена эффективным моделям психолого-педагогического сопровождения, профилактики деструктивного поведения обучающихся. Безусловно, в настоящее время проблема распространения деструктивного поведения в детско-юношеской среде не утрачивает своей актуальности. Социализация современных детей, да, и молодежи характеризуется вообще неопределенностью, непредсказуемостью и ценностно-ориентационной неустойчивостью. Важно отметить также, что усугубляется отчуждение между поколениями, да, которое включает неприятие детьми, ну и молодежью вообще, да, широкого спектра норм и ценностей старших членов общества. Утрачена ценность труда и образования, да, при возрастании ценности досуга, который воспринимается не как свободное от труда время, а как основная сфера жизнедеятельности. Еще одной особенностью стало тотальное распространение ценностей потребительского общества. Основными агентами социализации детей являются уже в принципе не семья и государство, да, в лице социальных институтов, а медийная информационная среда с девиантогенными посылами и стимулами. Таким образом, развлекательно-досуговые и потребительские устремления детей и молодежи, которые подкрепляются, да, в принципе, медийной информационной средой при одновременном пренебрежении к труду и образованию, формируют базис для деструктивного поведения. Ученые фиксируют вообще стремительную, да, примитивизацию ценностно-смысловой сферы у подрастающих поколений. Выявляют в сознании детей, молодежи оправдательные установки, да, относительно аддикций, насилия, суицидов, ну и сексуальных патологий. Дети, подростки, молодые люди не только считают нужным, да, вести борьбу с социальными патологиями, но и даже не осуждают их, демонстрируя равнодушие и цинизм. В детско-юношеской среде стал наблюдаться парадокс. В принципе, да, девиация в ее традиционном понимании уже становится нормой, а норма, восходящая к основам национальной и общей мировой культуры, рассматривается наоборот в качестве отклонения. Перечисленные обстоятельства вызывают обоснованную общественную тревогу. Очевидна потребность в разработке действенных профилактических мер, в подготовке компетентных специалистов в сфере предупреждения деструктивного поведения детей и молодежи. Безусловно, что особые надежды, конечно же, возлагаются на учреждения системы образования. В связи с этим работникам, да, образовательных организаций, конечно же, необходимо обладать высоким уровнем девиантологической компетентности, навыками проектирования, да, профилактических программ, опытом реализации профилактических мероприятий в условиях образовательных учреждений. Отмечу, что в научной и методической литературе встречается многообразие терминов, означающих отклонение от социальных норм и приемлемого в обществе поведения. Наибольшее распространение получили термины какие? Девиантное поведение, девиантность, девиация, отклоняющееся поведение, социальное отклонение. Часто наука использует определение девиантное поведение в широком смысле, да, подразумевая отклонение от норм как в негативную сторону, то есть патологические, да, отклонения, так и в позитивную. Это какие? Сверхразвитые, например, способности, чрезмерный альтруизм, аскетизм, ну и другое. В узком смысле девиантным считают те формы поведения, которые обществом воспринимаются как нежелательные, да, требующие пресечения или предупреждения. Такое поведение называют деструктивным, так как оно угрожает возможностям, да, выживания, скажем так, самого этого общества. Деструктивное поведение обладает рядом следующих признаков. Первое – это отклонение от норм общественного развития. Ну что сюда входит? Это, конечно же, расхождение, да, между индивидуальной линией развития индивида или группы и доминирующими ценностями и тенденциями общественной жизни.
Дестабилизация и деструктивность, то есть наличие объективного ущерба, да, страдания от данного поведения или его последствий на нескольких уровнях: организма, личности, да, ближайшего окружения и на макросоциальном уровне. Третье – это негативная социальная оценка и наказуемость. Что сюда входит? Негативная общественная оценка данного расхождения как социально нежелательного, да, и стремление социума контролировать, устранять нежелательные проявления в поведении индивидов. Ну и четвертое – это, конечно же, компенсаторность и специфичность. Таким образом, деструктивное поведение, что это такое? Это устойчивое поведение психически здоровой личности или группы лиц, отклоняющееся от наиболее значимых, да, в конкретном обществе социальных норм, причиняющие реальный ущерб как к самой личности, да, ну и ближайшему окружению и в обществу в целом. Анализ разнообразных классификаций факторов, да, причин, условий возникновения деструктивного поведения позволяет выделить две основные группы. Это средовые причины, которые в свою очередь подразделяются на факторы внешней природной среды и факторы социальной среды. Персональные причины, которые в свою очередь подразделяются на персональные биологические факторы и персональные психологические факторы. К факторам внешней природной среды относят что? Географическое положение, климат, экологическую обстановку, богатство, скудность, да, природных ресурсов. Вообще имеются научные данные о взаимосвязи распространенности, да, видов деструктивного поведения и специфики климата, местоположения. То есть ученые фиксируют связь всплесков девиантности с солнечной активностью, да, или лунными фазами. Ну и другое. К факторам социальной среды относят неполноценное, затрудненное функционирование социальных институтов. То есть здесь что у нас обозначено? Недостаточное или ущербное, да, выполнение функций институтом семьи, институтами образования, культуры, да, экономическими и политическими институтами. К персональным биологическим факторам что относят? Конституционально-биологическую уязвимость индивида, то есть что здесь у нас можно отметить? Наследственные патологии организма, да, органические и функциональные нарушения центральной нервной системы, психические расстройства, ограниченные физические возможности, да, низкая выносливость и работоспособность. Следующий факторы к психологическим, да, персональным психологическим факторам относят дезадаптивные свойства личности, да, то есть сюда входят нарушение нормативно-правового сознания, оппозиционная направленность, девиантные ценности, да, несформированность коммуникативных навыков, эмоциональные нарушения, неэффективная саморегуляция, когнитивные искажения. Вообще считается, что факторы, конечно, внешней природной среды и персональные биологические факторы поддаются лишь незначительному влиянию в целях профилактики деструктивного поведения. Но необходимо, в принципе, учитывать эти факторы, чтобы минимизировать их воздействие. Тогда как факторы вот социальной среды, да, и персональные психологические факторы вполне поддаются воздействию и изменению в целях профилактики деструктивного поведения. Совокупность разнообразных, да, средовых и персональных факторов формирует специфические механизмы формирования и распространения деструктивного поведения. Это механизм массовой передачи, да, деструктивного опыта под влиянием крупных социальных групп, которые основываются на культурно обусловленном таком, да, одобрительном или лояльном отношении к каким-либо деструктивным проявлениям. Механизм принятия человеком модели деструктивного поведения под давлением авторитетных людей, да, или личностно значимой группы. Механизм закрепления деструктивности через получение физического и психического удовлетворения, да, от акта деструктивного поведения.
Ну и механизмы стимулирования активности посредством деструктивного поведения, оппозиционный механизм. Ну вот все виды вы видите на слайде. Деструктивное поведение вообще можно условно разделить на две основные категории. Это делинквентное поведение, противоправное, да, и отклоняющееся поведение, которое не попадает в категорию противоправного. В свою очередь, отклоняющееся поведение, не попадающееся, да, в категорию противоправного, имеет следующие разновидности. Это аддиктивное поведение. Ну что туда входит? Химические, да, и нехимические зависимости. Отклоняющееся поведение на базе агрессивности личности, вербальная агрессия, буллинг, тирания, да, в отношении близкого человека. Суицидальное поведение, патологическое сексуальное и репродуктивное поведение. Что сюда входит? Искажение, да, полуролевой идентификации или аномальные сексуальные какие-то влечения подростков, да, и молодежи. Социально-паразитарное поведение – это уклонение от общественно полезного труда, да, за счет манипулирования, скажем так, человеческими потребностями, чувствами, желаниями. Ну и отклоняющееся поведение на основе нарушений социальной личностной самореализации, да, которые обусловлены искажением процессов уподобления, идентификации личности с социумом, да, стремления к личностной самореализации. Следует учитывать вообще, что при определенных средовых обстоятельствах, да, отклоняющееся поведение может перерастать как в противоправное или вообще сочетаться с ним. Ну и остановимся наиболее подробно, да, на видах, получается, противоправного поведения. Это делинквентное поведение. Что это такое? Это поведение, да, при котором нарушаются нормы права. Вообще в силу недостижения детьми возраста уголовной ответственности, либо незначительности, да, правонарушения, за ними не может следовать уголовное или административное наказание. Основные проявления делинквентного поведения детей – это мелкое воровство, грабежи, вымогательство, вандализм, угон автомобилей, наркомания, ну и так далее. В целом противоправные поступки можно разделить на насильственные и корыстные. Да? Насильственные поступки являются отражением агрессивного поведения с точки зрения правовых норм, и их маркеры, соответственно, совпадают. И корыстные поступки могут быть связаны как со стремлением к незаконному обогащению, так и с удовлетворением естественных потребностей у детей из неблагополучных семей. Выделяют три типа делинквентного поведения. Последовательно криминогенный, то есть когда преступные действия являются проявлением привычного поведения у делинквента, да, правонарушителя, преобладают асоциальные взгляды, установки и ценности. Ситуативно-криминогенный, когда преступление совершается под влиянием внешних, да, обстоятельств от случая к случаю. Ну и ситуативный, когда неблагоприятное стечение обстоятельств приводит к нарушению моральных норм, совершению каких-то административных проступков, да, ну такие, в принципе, правонарушения, они единично. Наиболее подробно вот я бы хотела отметить такую криминальную субкультуру АУЕ называется, да, которая является особой формой делинквентного поведения несовершеннолетних, да, и имеет свои специфические проявления, которые не ограничены стремлением подростков к наживе или насилию. Это молодежное сообщество, которое пропагандирует среди несовершеннолетних тюремную романтику, да, воровские понятия, требует соблюдения воровского кодекса со сбором денег на общак, взамен обещая, как бы так скажем, поддержку и защиту в настоящем или в будущем. Основные правонарушения, которые совершаются этими участниками, да, участниками этих банд, вымогательство денег, да, физическое насилие, грабежи, убийства. То есть несовершеннолетний возраст большинства вот членов банд вот этих АУЕ придает им ощущение безнаказанности и неуязвимости. Более того, это не подсудность из-за возраста, используется ими как средство запугивания и как защита при задержании полиции, да, на суде, особенно если взрослые причинили им ущерб при самообороне.
Основными маркерами, скажем так, причастности, да, к криминальной субкультуре выступают что? Воровской жаргон, блатная музыка, татуировки, да, подписки, да, на криминальные группы в виртуальных соцсетях. Ну, к примеру, сетью ВКонтакте пользуются несколько сообществ, да, которые посвящены тематике АУЕ. Общее число их подписчиков, по некоторым данным, превышает более 200 тысяч человек. Татуировки уголовного характера зачастую показывают агрессию, отвращение к власти, да, правоохранительным органам. Вот. Обычно это оскалы зверей, церкви, карты. Ну вот на рисунке вы можете на слайде увидеть вот этот рисунок, да. Вот. Воровской жаргон, как правило, в принципе отражает внутреннюю иерархию вот этого преступного мира, закрепляя наиболее обидные и оскорбительные слова, клички за теми, кто находится на самой низкой ступени, да, вот этой иерархии, а самые уважительные слова и выражения за теми, кто имеет наибольшую власть и влияние. Но замена самых обычных слов, конечно, на жаргонные должна сразу насторожить как педагогов, так и родителей, да, потому что, безусловно, это является одним из таких признаков, скажем так, что ребенок заинтересовался данной субкультурой. Еще хотела бы отметить, что вот в прошлом году Верховный суд Российской Федерации принял решение о признании данного движения вообще экстремистским. Что такое молодежный экстремизм? Ну, как вид противоправного поведения, он характеризуется взглядами, да, и действиями молодых людей, которые основаны на культивировании принципа силы, да, агрессии в отношении окружающих, вплоть до насилия или убийства. Но экстремизм, то есть приверженность, да, каким-то крайним взглядам и мерам, ну, это в политике, религиозных, да, или межнациональных каких-то отношениях, да, часто сопровождаются призывами, да, или оправданием, скажем так, нелегитимного насилия в адрес представителей отдельных там социальных, религиозных групп каких-то, да, институтов и органов там власти. Наиболее подвержены экстремизму, конечно же, подростки и молодые люди мужского пола в возрасте 14-30 лет. И характеризуются они следующими чертами личности. Комфортность и внушаемость. То есть способствует, да, насильственному и манипулятивному использованию человека экстремистскими организациями в своих преступных целях. Следующая черта личности – это интолерантность, да, то есть ключевое условие положительного отношения человека вообще к экстремистским тенденциям и пропаганде экстремизма. Ну и, конечно же, это склонность к насилию. Ключевое также условие, да, принятия вот этой экстремистской идеологии, активного добровольного участия вот в преступной, да, экстремистской деятельности. Ну и группами риска вовлечения в экстремистские сообщества в сети интернет являются, конечно, молодые люди, которые ориентированы на общение, самовыражение и не способны, да, противостоять манипулятивному воздействию, психологическому воздействию на значимые для собеседника переживания, да, которые связаны с нетерпимостью к какому-то типу людей или роду занятий, да, к религиозным каким-то предпочтениям. Следующий вид такой субкультуры – это скулшутеры. То есть это субкультура подростков, тоже экстремистской направленности, которые называют так себя, скажем так, в честь старшеклассников школы Колумбайн, городка Литлтон, американского штата Колорадо, которые 20 апреля в 1999 году расстреляли 13 своих соучеников, да, после чего сами застрелились в школьной библиотеке. Их современные фанаты, поклонники, скажем так, стремятся быть похожими на них, надевая, например, кепки и футболки с надписью на английском языке «Натуральный отбор и гнев». В принципе, вот на слайде тоже изображена картинка по стилю этих скулшутеров. Большинство скулшутеров, ну вот по их словам, да, как проводили исследования, подвергались постоянному или эпизодическому буллингу со стороны сверстников и зачастую являлись аутсайдерами, состояли в деструктивных группах сети интернет, где обучались через идентификацию с колумбайнерами.
Скулшутеры имеют стереотипы брутального поведения, тщательно готовятся к совершению террористического акта и планируют самоубийство как решающий итог своей акции. Скулшутеры вообще характеризуются следующими личностными особенностями. Это деструктивная и злокачественная агрессивность, да, предрасположенность идти навстречу любым жизненным вызовам, да, с непреклонной решимостью победить, вспыльчивый, нетерпеливый характер, недостаток способности испытывать страх, да, слабость тормозящих механизмов и, конечно же, стойкое желание занимать доминирующее, скажем так, положение. Ну и нарциссические черты, самоуверенность, эгоцентричность, ну и так далее. Маркерами вовлеченности обучающихся в экстремистские сообщества можно условно разделить на следующие группы. Это психоэмоциональные изменения, да, какие? Повышенная возбудимость, грубость, откровенная агрессия, зацикленность на негативных эмоциях, склонность к депрессии, проявление навязчивых движений, да, избегание зрительного контакта. Второе – это изменение поведения. Что меняется? Резкие и внезапные, да, поведенческие изменения, то есть отказ от обучения, участие в каких-то мероприятиях, секциях, пропуски занятий, да, по неуважительным причинам, пассивный протест, уходы из дома, бродяжничество, отказ от приема пищи, отказ от речевого общения, ведение тетради или записной книжки, в которую записывает имена других людей, например, да, с агрессивными высказываниями в их адрес, или негативные рисунки какие-то, да. Третье – это изменение способов общения. То есть начинают учащаться конфликты с учителями, сверстниками, стремление показать свое бесстрашие, да, окружающим. Ребята, слушатели, звук восстановился? Проставьте, пожалуйста, плюс в чате, если звук появился. Угу. Ну, технические неполадки тут небольшие. Так, ну продолжаем. Значит, следующее – это приобретение, да, что должно насторожить педагогов, родителей, да, если у ребенка появляются особые предметы или вещества. Какие? Перочинные складные ножи, да, используемые для создания отверстий каких-то в стенах домов, полостей в грунте, веществ для изготовления взрывчатых, да, веществ, аэрозольные баллоны с краской, например, трафареты для надписей, да, экстремистского характера. Ну и следующее – это, конечно же, использование деструктивной символики во внешнем виде. То есть одежда с агрессивными надписями и изображениями, да, начинают носить подросток или ребенок. Смена обуви на грубую, военизированную. Использование в одежде символики экстремистских организаций, да, с различными там свастиками. Появление на теле или голове там синяков, ран, царапин неизвестного происхождения. Нежелание следить за своим внешним видом. Появление у несовершеннолетнего обуви, одежды или других вещей, которые собственных, например, денежных средств, да, источник получения которых он не может, в принципе, вам объяснить. Это все должно вас настораживать.
Следующий вид поведения – это аддиктивное поведение, одна из форм тоже деструктивного поведения, которая характеризуется формированием стремления к уходу от реальности через искусственное изменение своего психического состояния, да, посредством приема некоторых психоактивных веществ. То есть это химические аддикции и зависимости. Ну или чрезмерной фиксации на определенных видах активности. Нехимические аддикции называют их по-другому, и зависимости. Иногда в классификациях к химическим и нехимическим аддикциям добавляют еще пограничные биохимические. Девиантологи, аддиктологи вообще выделяют общие признаки аддиктивного поведения. Что это? Устойчивое стремление, да, к изменению психофизического состояния. Это снижение контроля над влечением к объекту зависимости, цикличность, закономерно вызывают серьезные личностные изменения и социально-психологическую дезадаптацию, провоцируют напряженность в межличностных отношениях, да, ухудшается работоспособность и дестабилизируется социальное окружение. Выделяют вообще ряд особенностей, которые свойственны для аддиктов в целом. Потеря аддиктом контроля над своим организмом, деятельностью, да, общением, по-другому называется синдром рабства. Но при этом аддикт уверен в полной самоконтролируемости поведения. Нарастание вовлеченности в аддикцию, потеря ранее значимых систем ценностей и нравственных ориентиров, эгоцентризм, лживость, да, внутренняя хаотичность мотивов и суетливость, да, скажем так, суетливая активность, спонтанность мышления, навязчивость мыслей об аддикции. Какие поведенческие маркеры выделяют у аддиктов? Да, это, конечно же, агрессивное противостояние лицам, которые пытаются его избавить, да, или отвлечь от зависимости, нежелание прервать аддиктивную реализацию даже на некоторое время, пренебрежение домашними делами, учебой, обязанностями, да, собственным здоровьем. К психологическим симптомам относятся, конечно же, это хорошее самочувствие, эйфорию испытывает, да, подросток в момент зависимости, ощущение пустоты, депрессии, раздражения, также примитивизация, конечно, духовно-нравственной сферы и упрощение мотивационной сферы происходит в данном виде деструктивного поведения. Следующий вид деструктивного поведения – это зависимость от риска и экстремальных увлечений. Ну что такое риск? Да? Риск вообще – это отвага, смелость, решимость, действие. Да? Но рисковое дело, оно понятно, что бывает сомнительным и опасным. Я остановлюсь на некоторых видах молодежных, скажем так, экстремальных, рискованных увлечениях, которые сейчас в настоящее время набирают, скажем так, популярность среди молодежи. Первое – это зацепинг или трейнсерфинг. Да? Что это такое? Езда на крыше транспортных составов, электрички, метро, автобуса, да? Между или под вагонами. Фронт-зацеп. Что это такое? Это езда спереди, да, под носом машиниста в слепой зоне. Выделяют еще классический зацеп, когда езда осуществляется сзади транспортного средства, и руф-райд, то есть езда на крыше поезда. Зацеперы вообще объединяются в группы, общаются в социальных сетях и собираются группами для осуществления своих поездок под девизом «Кто круче, а кто слабак». Несчастные случаи при зацепинге происходят, конечно, часто и по следующим причинам. Падение с поезда, да, во время движения, в том числе под рельсы идущего состава, столкновение с препятствиями по ходу движения или удар электрическим током, да, при поезде на электрифицированных, например, линиях. Следующий вид экстремального увлечения – это руфинг. Лазание по крышам высотных строений, небоскребов, радиовышек, многоэтажных жилых домов. Особенно у нас в Сыктывкаре сейчас в последнее время данный вид экстремального увлечения, к сожалению, среди молодежи тоже является достаточно популярным. Диггерство.
Это исследование подземных убежищ и других подземных объектов рукотворного происхождения. Диггеры особенно интересуются заброшенными подземными военными спецобъектами. Да? Сталкерство. Что такое сталкерство? Это посещение заброшенных объектов, ну, так скажем, разновидность индустриального туризма. В этом контексте сталкер – это тот, кто увлечен поиском, да, или обследованием малоизвестных, нередко опасных для жизни мест, и кто является, в принципе, проводником по таким местам. Диггерство и сталкерство относят к видам индустриального туризма. Очень часто это сопряжено с разного рода такими опасностями, и угрозу могут представлять, например, конечно, контактный рельс, обрушение конструкции, радиационные секторы, ну и так далее. Следующий вид экстремального увлечения, который, мне кажется, абсолютно имеет популярность как среди лиц женского пола и теперь уже и подростки мужского пола, опасное селфи или видео. Да? Что это такое? Фотографирование или видеосъемка себя, да, при которых выбор места или объекта для фотографии, видео, да, связан с повышенной опасностью. Ну, например, человек висит, скажем так, на строительном кране на одной руке или вывешивается, там, свешивается из окна. Такие снимки и короткие видео, конечно, подростками выкладываются в виртуальные социальные сети, но больше всего опасных селфи-видео в настоящее время содержится в TikTok. Одной из разновидностей съемок, да, опасного видео является игра «Беги или умри». Суть заключается в том, что ребенок перебегает дорогу в минимальной близости от едущего автомобиля. И в это время другой снимает все происходящее на телефон. После они все это выкладывают, эти свои подвиги, скажем так, да, в кавычках, в специальные группы в соцсетях и даже получают за это баллы. Основными маркерами рискованного поведения обучающихся являются что? Что должно, да, сразу насторожить педагогов, родителей? Это сленг, да, определенный появляется у подростков, молодежи, залаз, там, сходинг, заброс, да, то есть он уже должен насторожить. Участие в группах, форумах, да, которые посвящены руфингу, диггерству, сталкингу, зацепингу, ну и интересуются вообще, да, представителями, например, перечисленных групп. Размещение на страницах виртуальных социальных сетях фотографий и видео, которые сделаны на крышах, да, строительных кранах, подземных сооружениях. Экшн-камера, с помощью которой ведется специфическая, да, съемка. Если у ребенка появляется эта камера, да, или он у вас ее просит приобрести, то есть тоже нужно насторожиться. Грязь на одежде, да, непонятного происхождения, наличие спецовки в гардеробе, да, там или в рюкзаке там появляются резиновые строительные, скажем, перчатки, разводной ключ, налобный фонарь, ну и так далее. Исходящий специфический запах, например, запах железной дороги или канализации, да, без объяснимых причин. Следующее отклоняющееся поведение, которое я хотела бы рассмотреть, это на базе агрессивности, да, личности. Что такое вообще агрессия? Агрессия – это мотивированное, деструктивное поведение, которое противоречит нормам сосуществования людей и наносит вред объектам нападения. Приносит физический, моральный ущерб, да, людям или вызывает у них психологический дискомфорт. Отклоняющееся поведение, основой которого выступает агрессивность личности, является очень широким, да, по спектру своего проявления у детей и молодежи. Это моральное унижение других людей, что сюда входит, словесное оскорбление, угрозы, запугивание, да, провокации конфликтов. Физическое насилие, то есть намеренные побои, шлепки, толчки, там, драки, да, в том числе массовые. Жестокость по отношению к животным, пытки, вандализм, воровство, да, вымогательство, другие действия, которые причиняют имущественный ущерб жертве агрессора. Но особым, конечно, проявлением агрессивного поведения обучающихся в условиях образовательных организаций является буллинг. Да, в настоящее время тоже набирает такую актуальность, скажем так, потому что часто начинает встречаться. Что это такое? Систематическое, да, длительное преследование агрессором, буллерами
жертвы. Буллинг разделяется в своих проявлениях на физический, да, то есть включает в себя умышленные вот эти толчки, удары, пинки, побои. Психологический буллинг, как раз в который входят вот угрозы, распространение, скажем так, обидных слухов, обидные жесты, вымогательства, да. Кибербуллинг тоже имеет в настоящее время особую актуальность. Это постоянное унижение, да, травля в виртуальном пространстве. Вообще кибербуллинг, конечно, включает целый спектр форм поведения, на минимальном полюсе которого шутки ну, не воспринимаются всерьез, на радикальном же психологический виртуальный террор, да, который наносит непоправимый вред, приводит к суицидам. Кибербуллинг или вот киберпреследование, как его еще называют, включает такие действия, как флейминг, да, перепалки, постоянные нападки, клевету, самозванство, изоляцию личности, хейтинг, да, вот хейтить сейчас это слово особо тоже популярно среди молодежи. Что такое хейтинг? Ненависть, да, в высказываниях. Грифинг, вид деятельности в онлайн-играх, который заключается во вредительстве или вандализме в отношении других игроков. Ну и профилактика, конечно, кибербуллинга зачастую является очень сложной задачей из-за анонимности, да, буллеров. Возможно, фальсификации, наличие огромной аудитории, бесконтрольности, безнаказанности поведения в сети интернет, да, возможности преследовать, в принципе, жертву в любое время и в любом месте. Маркерами происходящего в образовательной организации буллинга зачастую выступают особенности поведения и психоэмоциональных состояний жертвы. Отстраненность от родных и близких, да? Негативизм при обсуждении темы взаимоотношений со сверстниками. Это возросшая враждебность к окружающим, да? То есть такая защитная агрессия. Напряженность и страх при появлении сверстников и более старших обучающихся. Грусть, печаль, необоснованная обидчивость, да, или раздражительность по отношению как к педагогам, так и к родителям. Уход с массовых мероприятий в школе, частые пропуски, да, уроков по неуважительным причинам. Ну и аутоагрессивное поведение, то есть подросток наносит себе порезы, ожоги и так далее. Отклоняющееся поведение на базе агрессивности личности выступает вообще предпосылкой, да, формирования делинквентного поведения подростков и молодежи. Маркерами агрессивного поведения выступают моральное насилие, вандализм, воровство, да, вымогательство, другие действия, которые причиняют имущественный вред, ущерб, да, вербальное насилие, физическое насилие, ну и жестокость, конечно, по отношению к животным и коцит, когда ребята также намеренно наносят вред, скажем так, или вообще убивают там животных, да, бездомных животных, также все это снимают на камеру, выкладывают и с помощью этого зарабатывают себе якобы такой авторитет. Следующий вид деструктивного поведения, который тоже необходимо рассмотреть в рамках вот профилактики именно деструктивного поведения, это суицидальное поведение. Да? Суицид, что это такое? Это каждый смертный случай, да, который непосредственно или опосредованно является результатом положительного или отрицательного поступка, который был совершен, в принципе, самим пострадавшим. Под суицидальным поведением людей понимаются различные формы их активности, направляемые мотивами и представлениями о лишении себя жизни. При изучении вообще феномена суицидального поведения принято разграничивать самоубийство психически здоровых и психически нездоровых людей. Суицидальное поведение психически нормальных людей, а это классифицируется следующим образом: демонстративно-шантажное, аффективное, альтруистическое и истинное.
Ну, что такое демонстративно-шантажное, да, суицидальное поведение? Оно имеет своей целью что? Не уход из жизни, а привлечение внимания к своим проблемам. То есть проявление в совершении суицидальной попытки для оказания психологического давления на окружающих значимых лиц, для изменения конфликтной, да, ситуации в благоприятную для суицидента сторону. При таком поведении человек понимает, да, что его действия не должны повлечь за собой смерть, и предпринимает для этого меры предосторожности. Однако следует подчеркнуть, что они не всегда, конечно, оказываются достаточными, и это нередко приводит к трагическому исходу. Аффективное суицидальное поведение характеризуется попыткой убить себя в состоянии аффекта и обычно обусловлено необычайно сильной, да, эмоциональной дестабилизацией, сопровождается дезорганизацией и сужением сознания. Альтруистическое суицидальное поведение представляет собой самопожертвование во имя какой-то значимой, да, идеи, во благо значимых людей или там в соответствии с какими-то традициями. И истинное суицидальное поведение – это уход из жизни под воздействием тяжелых обстоятельств. Характеризуется устойчивостью и целенаправленностью действий, связанных с мотивами лишения себя жизни. То есть истинный суицид – это, скажем так, осознанный акт ухода из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, да, при которых собственная жизнь теряет для подростка жизнь. Маркерами высокого риска истинного суицидального поведения служат следующие. Ситуационные маркеры высокого суицидального риска. Что это? Что туда входит? Жизненные трагедии, да? Смерть любимого человека, например, несчастная любовь, заболевания с серьезными, да, какими-то ограниченными возможностями здоровья, травмирующий опыт пережитого насилия, скажем так, социально дезадаптирующие ситуации. Что сюда входит? Межличностные конфликты, развод, потеря работы, уход там на пенсию, тюремное заключение. Ситуации утраты статуса, да, то есть когда человек оказывается в ситуации там, потери лица, позора, унижения, да, утрата профессионального авторитета. Ситуации сильнейшего разочарования, то есть разочарование в идеях, в лидере, в близких, утрата веры происходит. Поведенческие маркеры высокого суицидального риска, что сюда входит? Проявление зависимого поведения, да, то есть признаки химических, нехимических аддикций, самоизоляция и резкое снижение повседневной активности, резкое изменение привычек, например, несоблюдение правил личной гигиены, там, ухода за внешностью, предпочтение тем общения и чтения, там, связанных со смертью, да, или самоубийствами. Так, следующий вид – это эмоциональные и коммуникативные маркеры высокого суицидального риска. Что сюда входит? Депрессивное настроение, то есть абсолютное безразличие к своей судьбе, подавленность, безнадежность, беспомощность, отчаяние, переживание одиночества, да? Прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях. «Хочу умереть», например, да, это прямое сообщение. Или скоро это все закончится, да, говорит ребенок, и это получается косвенное сообщение. Следующие маркеры высокого суицидального риска – это когнитивные, то есть сюда входит негативное, да, видение себя, негативное видение будущего, окружающих, разрешающие установки по отношению к суицидальному поведению, туннельное видение, да, то есть неспособность увидеть иные приемлемые пути решения проблемы, кроме суицида. Так, следующий вид деструктивного поведения – это патологическое сексуальное и репродуктивное поведение. Что это такое? Это искаженные, да, полуролевые поведения и сексуальная активность, которые противоречат потенциальной возможности деторождения. В результате патологичного, да, сексуального и репродуктивного поведения ни при каких обстоятельствах невозможно зачатие. Сексуальная активность направлена, скажем так, на недопустимый в плане зачатия объект, или сексуальное влечение испытывается к замещающему нормальный объект, да. Ну, нормальным объектом, конечно, признается половозрелый человек противоположного пола.
Таким образом, нормальные сексуальные отношения основаны на взаимном, да, согласии, не связаны с вовлечением несовершеннолетних, особенно неполовозрелых детей, и направлены на живого реального человека. К обстоятельствам, нарушающим нормальную полуролевую социализацию и формирование нормального репродуктивного поведения у современных детей и молодежи, можно отнести следующее. То есть это эксплуатация деструктивно направленными лицами естественного интереса детей к сексуальной тематике, да, и юношеской гиперсексуальности, пропаганда сексуальных отклонений, чрезмерно и натуралистично подаваемые в медийно-информационной среде, скажем так, сведения о сексуальных девиациях, центрация внимания там юных медиапотребителей на теме секса, формирование сверхценного отношения, да, к сексу и стимулирование стиля пресыщенного сексуального поведения, что провоцирует поиск других сексуальных стимулов. Ну, скажем, еще можно отнести сюда растабуирование, да, то есть снятие запретов, лояльное отношение сексуальных отклонений через пропаганду нетрадиционной сексуальной активности. Ну и, конечно, распространение представления о сексе как о форме силового, агрессивного поведения, что может стать почвой для сексуальных преступлений. Возрастные психологические особенности детей и молодежи, да, которые обуславливают высокий риск искажения сексуального и репродуктивного поведения. Но это зависимость, конечно же, от внешнего поощрения и наказуемости своих сексуальных проявлений, неспособность принять взвешенное решение, да, о полуролевых нормах своего поведения, дезориентация при рассогласованности в обществе ожидания относительно эталонного мужского и женского поведения, подверженность импринтингу, то есть некритичному восприятию, да, запечатлению или подражанию ненормативного сексуального и репродуктивного поведения, ну и подверженность экзистенциальным нажимам со стороны значимых взрослых и значимых социальных сред, которые допускают или поощряют, да, в принципе, вот эти сексуальные патологии. Следующий вид деструктивного поведения – это социально-паразитарное поведение. Это образ действий и образ жизни, основными чертами которого является извлечение нетрудовых доходов и уклонение от общественно полезного труда за счет манипулирования человеческими потребностями, чувствами, желаниями. К социально-паразитарному поведению относят социальное иждивенчество, проституцию, профессиональное нищенство. Да? Некоторые ученые к данной группе причисляют еще и коррупционное поведение. Социально-паразитарное поведение представляет собой такой антиобщественный образ жизни человека, когда он сознательно, в принципе, стремится, да, обеспечить для себя приемлемые условия существования в данном обществе за счет самого общества. Паразитический образ жизни зачастую влечет и другие формы отклонений, совершения противоправных действий. Среди лиц, ведущих данный образ жизни, да, значительную часть составляют, конечно же, алкоголики, наркоманы, ну и проститутки. Основные маркеры социального паразитизма. Личностные, да, то есть там выделяют какие ценностные установки аморального поведения, лживость, низкий культурный уровень, бездуховность, ролевая диспозиция, там я хороший, другие плохие, стремление к манипуляциям, да, направленность на получение личной выгоды и поведенческие, то есть нарушение социальных норм, аморальное поведение, нетрудовое присвоение общественных благ, уклонение от общественно полезного труда, ну и другое. Вообще на формирование социально-паразитарного образа жизни детей и молодежи значительно влияют социальные факторы. Это плохие материально-бытовые условия жизни, да, проживания подростков и молодежи, неработающие родители, безнадзорность, конфликтные отношения в семье, асоциальность семьи, непосещение образовательных учреждений, систематические пропуски занятий, школьная дезадаптация, да, за счет педагогической запущенности, неразвитость позитивных интересов. Следующий вид, относящийся к деструктивному поведению, это отклоняющееся поведение детей и молодежи на основе нарушений социально-личностной самореализации.
В последнее время учеными выделяется еще одна вот эта вот разновидность, да, деструктивного поведения. Самореализация, что это такое? Это выработка в сознании индивида, да, его собственного сценария жизненного пути и последующая реализация личностного потенциала в различных формах. Самореализация проявляется в выстраивании отношений. Я и внутреннее я, да, я и близкие другие, я и социум, я и природа. Формы самореализации у детей и подростков могут быть социально адекватными, конструктивными, да, и социально неадекватными, то есть неодобряемыми социумом. Адекватные формы самореализации характеризуются нравственными ориентирами, которые оптимизируются влиянием на развитие личности и ее ресурсы. Тогда как неадекватные формы самореализации характеризуются аморальными ориентирами, деструктивными влияниями на развитие личности, ущербом, да, личностным ресурсам, патологическим формам активности, творчества, шокирующим, скажем так, телесным модификациям, ну вот на рисунке вы видите, да, который представлен на слайде, и опасными способами привлечения внимания. Социально-личностная самореализация обусловлена двумя взаимосвязанными, но противоположными по сути процессами, да, механизма социализации. Это процесс уподобления личности социальной группе, к которой он принадлежит. То есть, когда ребенок осознает и желает принадлежать какой-либо социальной группе, начинает себя идентифицировать, да, с ней. И процесс формирования индивидуальности, уникальности, когда ребенок, в принципе, стремится обособиться, подчеркнуть свою индивидуальность и отличие от других. Нарушения в балансе этих процессов связаны с травматичным опытом ребенка, комплексами неполноценности, нестабильной самооценкой, низким уровнем, да, критического мышления и ассертивности личности. Формы патологической самореализации очень разнообразны. Существует множество сфер, где человек может, в принципе, проявить себя как конструктивно, так и неадекватно. Ну, спорт, искусство, да, профессиональная деятельность, межличностные отношения, досуг, членство в субкультурах. И очень быстро, в принципе, они видоизменяются. Еще недавно, скажем так, общественность тревожилась по поводу странных субкультур, там, готов, эмо, да, а сегодня уже вызывают тревогу фрик-стиль, привлечение внимания опасными поступками и эпатажными действиями, да, вот хайп, анимешники, субкультуры зацеперов, там, руферов, шок-стримеров, да, ну и так далее. Деструктивность всех этих явлений, конечно, обусловлена невозможностью или затрудненностью у детей и молодежи нормальной самореализации. Именно по этой причине они, получается, реализуют себя вот в этих субкультурах. Характеристики отклоняющегося поведения, да, детей и молодежи на основе нарушений социально-личностной самореализации. Ну, тесная взаимосвязь этого вида отклоняющегося поведения с остальными видами отмечается и аддиктивным поведением, патологичным сексуально-репродуктивным, суицидальным, агрессивным, делинквентным, вовлечение в протестную деятельность, да, привлечение внимания опасными поведенческими проявлениями. Часто серьезный ущерб они наносят здоровью, да, или угроза вообще жизни девианта, когда они вот наносят тот же татуаж там на тело, туннели в ушах, вживают в череп себе, да, в голову различные металлические конструкции и тем самым подвергают свое физическое здоровье риску и угрозе. Постоянное усугубление, да, социально-психологической дезадаптации девианта, нарастающее рассогласование его личностного функционирования и развития социума, сложность возврата, да, к социально приемлемому стилю поведения. Так, ну и остановлюсь, конечно же, на психолого-педагогических основах профилактики деструктивного поведения. Вообще профилактика деструктивного поведения традиционно подразделяется на 3 уровня. Первичная, да, или как ее по-другому называют, превенция, она подразумевает работу с условно здоровой массовой аудиторией и нацелена на недопущение формирования деструктивных убеждений, мировоззрения и опыта деструктивного поведения.
Вторичная профилактика или интервенция предполагает вмешательство, да, специалистов при начальных стадиях формирования деструктивного поведения и нацелена на недопущение усугубления личностных социальных деформаций. Третичная или поственция, как ее иначе называют, подразумевает работу узкопрофильных уже специалистов, да, с лицами, с группами, которые проявили стойкие деструктивные убеждения или уже получили опасный опыт деструктивного поведения, да, нацелена на недопущение рецидива и максимально возможный возврат деформированной личности, деструктивной группы к социальной норме и на их ресоциализацию. В научной и методической литературе иногда встречается разделение на такие уровни, как предупреждение, коррекция и пресечение деструктивного поведения, что вполне, в принципе, соотносится вот с вышеописанными этими уровнями. К субъектам профилактики деструктивного поведения детей и молодежи, безусловно, относят самих детей, да, и молодежь, семью, образовательные организации, органы управления, да, образованием, учреждения из сферы культуры, из физической культуры и спорта, КПДН, аппараты уполномоченных по правам ребенка, органы здравоохранения, органы социальной защиты, органы опеки и попечительства, правоохранительные органы, да, социально ориентированные объединения граждан и волонтеров, да, которые заинтересованы в профилактике деструктивного поведения детей и молодежи, СМИ, ну и в большинстве, конечно же, научных девиантологических трудов ученые особо подчеркивают необходимость стимулирования субъектности, да, что такое осознанной активности самих детей, подростков, молодежи при проведении профилактики. Профилактика деструктивного поведения детей и молодежи в образовательной организации должна реализовываться по 3 основным направлениям. Первое направление – это создание в образовательной организации поддерживающей компенсаторной среды. В рамках этого направления реализуется что? Формирование нравственного правового пространства, да, в учебном заведении, создание психологически комфортной среды, основанной на доброжелательных взаимоотношениях, доверии, сотрудничестве и положительном эмоциональном фоне, организация пространства, которое поддерживает психофизиологическое здоровье, да, создание полей выброса энергии и содействие самореализации учащихся, воспитанников, да, с учетом их индивидуальных особенностей. Второе направление – минимизация негативного влияния факторов социальной среды. Представляет собой что? Сочетание социально-педагогической и психолого-педагогической деятельности, направленных на выявление семейного неблагополучия, консультирование родителей, да, в случае затрудненных воспитательных усилий или конфликтных родительско-детских отношений, психолого-педагогическое сопровождение внутрисемейной профилактики деструктивного поведения детей и молодежи, налаживание комплексного и регулярного взаимодействия с различными субъектами профилактики деструктивного поведения детей и молодежи. Это из сферы доп. Образования, культуры и искусства, да, правоохранительных органов, физической культуры и спорта, социальной защиты и защиты детства, СМИ, ну и так далее. Поддержку конструктивной, да, социально-культурной и волонтерской активности детей и молодежи, использование методик конструирования социальной успешности детей и молодежи, выявление и поддержку детей и молодежи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также подготовка детей и молодежи к безопасному использованию медийно-информационного пространства. Ну и третье направление – это формирование, развитие личностных характеристик, да, предупреждающих деструктивное поведение, коррекция личностных особенностей, выступающих персональными факторами деструктивного поведения. Представляет в принципе собой, да, совокупность воспитательной и психолого-педагогической работы с группой учащихся, воспитанников, да, индивидуально в образовательной организации. Данное направление нацелено на воспитание, формирование качеств личности, повышающих устойчивость к влиянию неблагоприятных факторов социализации.
Ну, что туда входит? И нравственное, и правовое воспитание, и эстетическое, гражданское, да, развитие ассертивности, критического мышления, социальной компетентности, жизнестойкости, а также на коррекцию дезадаптивных личностных характеристик, да, которые провоцируют, в принципе, вот это деструктивное поведение. Нарушение нормативно-правового сознания, да, позиционная направленность, девиантные какие-то ценности и установки, когнитивные искажения. Ну и, конечно же, эффективность профилактической работы во многом зависит от выявления детей и молодежи, которые склонны к деструктивному поведению. Данная работа должна осуществляться комплексно и включать в себя, конечно, наблюдение и экспертные оценки, да, поведения обучающихся, воспитанников, да, со стороны педагогов и родителей, законных представителей, мониторинги, индивидуальную психодиагностику, да. В целом методики вообще можно разделить на две большие группы. Это методики диагностики личностных особенностей, влияющих, да, на формирование деструктивного поведения, и методики диагностики признаков деструктивного поведения. Методики диагностики личностных особенностей, влияющих на формирование деструктивного поведения, должны быть направлены на исследование следующих особенностей. Это социальное развитие и морально-ценностная сфера, да, саморегуляция, психоэмоциональная сфера, межличностные отношения и коммуникативная компетентность, самооценка, самосознание, индивидуально-типологические особенности, акцентуации характера. Методики диагностики признаков деструктивного поведения подразделяются на комплексные методики и методики диагностики отдельных видов деструктивного поведения, то есть суицидального, зависимого, делинквентного и рискованного. Психологическая работа по профилактике деструктивного поведения должна реализовываться в условиях образовательных организаций, как я уже отмечала ранее, на 3 уровнях. Да, первичная, общая профилактика, то есть развитие качеств личности, повышающих ее устойчивость к влиянию неблагоприятных факторов. Вторичная профилактика, то есть психокоррекционная работа с группой риска, да, формирование деструктивного поведения. И третичная профилактика, то есть психокоррекционная работа с обучающимися или воспитанниками, которые имеют признаки деструктивного поведения и состоящими на профилактических учетах. Психологическая коррекция личности обучающегося воспитанника в аспекте профилактики деструктивного поведения, да, направлена на снижение влияния факторов риска и усиление факторов защиты. Выделяются 2 формы проведения профилактической работы. Индивидуальная и групповая. Выбор формы и методов работы, конечно, зависит от возраста, особенностей, да, психофизиологического развития обучающихся там или воспитанников, уровня сформированности деструктивного поведения. Коррекция отклоняющегося поведения должна реализовываться в рамках психопрофилактических программ или мероприятий и включать различные формы и методы работы. Это социально-психологические тренинги, да, коммуникативные, реориентационные, развитие жизненных навыков, личностного роста, формирование ассертивного поведения, да, устойчивости к негативному социальному влиянию. Дискуссии, круглые столы, мозговые штурмы, кейс-технологии, психодрамы, игротерапия, ну и так далее. Неотъемлемой частью психологической работы по профилактике деструктивного поведения детей и молодежи является психологическое просвещение родителей, законных представителей, да, и педагогического коллектива. Возможно выделить следующее. Основные, скажем так, темы повышения психологической компетентности родителей и педагогов, да, с целью профилактики деструктивного поведения детей и молодежи. Какие темы, да, могут быть рассмотрены? Это возрастные индивидуальные особенности развития, основные закономерности и условия благоприятного психического развития ребенка, современные риски взросления и угрозы детству, причины формирования деструктивного поведения, маркеры, да, деструктивного поведения различных видов, методы поддержки детей и молодежи в трудных жизненных ситуациях, службы и
оказанию помощи детям, молодежи с признаками деструктивного поведения в кризисных ситуациях. Индивидуальная психологическая работа с педагогами и родителями, да, представлена по большей части, конечно, беседами, психологическим консультированием, диагностикой, особенностей педагогического воздействия, ну, воспитание и обучение в семье и в образовательной организации. Да? А групповая работа с педагогами и родителями включает, что может включать? Интерактивные лекции, групповые консультации, да, форсайт-сессии, коуч-сессии, конференции, тренинги, конкурсы, круглые столы, семинары, практикумы, ну и так далее. Воспитательная работа в аспекте профилактики деструктивного поведения детей и молодежи должна содержать следующие компоненты. Это ценностно-ориентационный компонент, да, в рамках которого происходит формирование социально одобряемых мотивов, да, конструктивной социальной направленности, установок, противовесов деструктивного поведения, неприятие девиантного образа жизни, формирование личностной и социальной ответственности, нормативно-правового сознания. Познавательный компонент включает корректное и безопасное информирование о деструктивном поведении, формирование критического мышления, да, и ассертивности как ресурса сопротивления вовлечению в деструктивное поведение. Ну и эмоционально-волевой компонент. Это обучение способам, да, саморегуляции в трудных жизненных ситуациях, волевого самоконтроля. Поведенческий компонент включает что? Приобретение и закрепление опыта, да, социально значимой деятельности, также помощь в выборе конструктивных стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями, ну и создание ситуации социального успеха. Рефлексивный компонент включает в себя регулярное осмысление, оценивание своего развития, поведения с позиции нравственных ценностей и последующее проектирование самовоспитания. Анализ исследований и практических разработок, да, в сфере предупреждения деструктивного поведения детей и молодежи показал, что система профилактической работы в образовательной организации требует в своем составе некоторых обязательных блоков и модулей. Основные блоки работы по профилактике деструктивного поведения обычно реализуются поэтапно и часто отражены в программных, да, документах, характеризующих профилактическую работу в образовательной организации. Ну, это целевой блок, да, где определяются основные цели, ориентиры, показатели эффективности профилактической работы. Организационный блок, да, когда согласовываются стратегии с научными данными о деструктивном поведении, действующими нормативными правовыми актами, определение функционала субъектов профилактики в образовательной организации, проектирование, да, психолого-педагогической деятельности, подготовка программных документов, ну и так далее. Технологический блок, который включает индивидуальную и средовую диагностику риски и распространенности деструктивного поведения. Ну и оценочно-рефлексивный блок, который включает повторную диагностику, да, или регулярный мониторинг, выявление затруднений, коррекцию программы, да, профилактических действий. Кроме функциональных блоков и системы профилактику включают содержательные модули, представляющие собой, в принципе, информационное, скажем так, наполнение остальных структурных элементов и предполагающее ознакомление субъектов профилактики с какой-то конкретной информацией. Ну, например, модуль медицинской информации, да, для детей, скажем так, информация о влиянии деструктивного поведения на организм. Для родителей и педагогов можно информация о влиянии деструктивного поведения на организм, о соматической симптоматике деструктивного, да, поведения. Также должен включаться социологической информации, модуль правовой информации, социокультурной информации, психологической и педагогической информации. Многочисленные девиантологические исследования и передовой опыт профилактики деструктивного поведения детей и молодежи определили наиболее эффективные и широко известные превентивные технологии. Их вы видите на экране. Это технология организации социальной формирования
негативного общественного мнения по отношению к деструктивным поведенческим проявлениям. Ну, социальная реклама здорового образа жизни, скажем так, информационная технология, то есть корректное, безопасное и доступное информирование о деструктивном поведении с жизнеутверждающих позиций, без запугивания, да, и без разжигания интереса. Технология активного обучения социально важным навыкам и формирования социально важных характеристик. Технология организации деятельности альтернативной деструктивному поведению, да, то есть раннее воспитание позитивных интересов, вовлечение ребенка в различные социально одобряемые формы активности, да, физическую культуру, спорт, искусство, науку, ну и так далее. Технология воспитания здорового образа жизни и технология активации личностных ресурсов. Каждая технология наполняется формами на усмотрение разработчика программы профилактики. Их выбор, в принципе, индивидуален или зависит от специфики модели профилактики. Формы воспитательной работы традиционно делятся на мероприятия, дела и игры, которые имеют различные вариации. Да? Ну, собрания, лекции, встречи, конференции, концерты, дискуссии, ну и так далее. Ну, изучение, конечно, научных источников и передового профилактического опыта позволяет сформулировать перечень, скажем так, универсальных условий эффективного предупреждения и коррекции деструктивного поведения детей и молодежи. По сути, они являются требованиями, да, к организации и содержанию профилактической работы. Первое. Что должно осуществляться? Конечно же, стимулирование, поддержка усвоения детьми и молодежью общественно одобряемого опыта, обеспечение позитивной самореализации, социокультурной активности. Второе. Повышение уровня нормативно-правового сознания у детей и молодежи, да, нравственно-правовой культуры, которая базируется на нравственных принципах, закрепление социально значимых ценностных, да, ориентаций. Третье. Развитие у детей и молодежи социальной компетентности, критического мышления и ассертивности с целью недопущения злонамеренного, да, вовлечения в деструктивные практики. Привлечение превентивных ресурсов из сферы искусства, истории, литературы, религии, да, традиций, физической культуры. Пятое. Обеспечение содержательного детско-молодежного досуга, стимулирование стремления детей и молодежи к получению дополнительного образования, поощрение разработок и реализации детьми и молодежью собственных социально значимых проектов. Шестое. Это психолого-педагогическое сопровождение социализации, да, детей и молодежи, которые оказались в критических, трудных жизненных обстоятельствах, информирование о возможных способах, да, получения помощи от профильных служб, специалистов, ведомств. Седьмое – это учет при конструировании профилактических программ следующих особенностей социализации современных детей и молодежи. Это рост социальной инфантильности, да, детей и молодежи на фоне культивирования, скажем так, эгоистических вот этих ценностей. Учащение случаев социально-психологической дезадаптации подростков и молодежи, связанной с неудовлетворенностью материального статуса, да. Перераспределение функций, скажем так, основного института первичной социализации от семьи к медийно-информационному пространству, да, ослабление воспитательного влияния родителей происходит. Восьмое – это гуманистическая ориентированность профилактического процесса в сочетании с высокой требовательностью ко всем субъектам профилактики, в том числе к самим детям и молодежи. Слаженное взаимодействие образовательного учреждения с семьей, которое обеспечивает единство, согласованность, да, воспитательных вот этих усилий, обеспечивается ценностно-ориентационная преемственность поколений, социально-педагогическое сопровождение при затруднениях семейного воспитания. Должна обеспечиваться объединенность и согласованность также и профилактических усилий ведомств и специалистов, да, организован обмен информацией о рисках
распространения деструктивного поведения и ресурсах его профилактики. Да? Необходимо обеспечить готовность образовательного учреждения к полноценной и эффективной организации профилактики деструктивного поведения молодежи, которая связана с девиантологической компетентностью педагогических работников, комфортной образовательной средой, нравственно-правовой культурой взаимоотношений участников воспитательного процесса, использованием превентивного потенциала учебных дисциплин, созданием ситуации обоснованного выбора воспитанниками нравственной модели поведения. Ну и, конечно же, раннее начало превенции деструктивного поведения, которое означает необходимость реализации первичной профилактики еще начиная с дошкольного возраста и на протяжении всего периода взросления. Комплексность профилактики, да, должна быть, которая означает ее ориентацию на нейтрализацию общих и специфичных девиантологических факторов. Вот. В принципе, вкратце, ну как сказать вкратце, я остановилась вот на более таких важных моделях, моментах по профилактике деструктивного поведения обучающихся, да, среди детей и молодежи. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в чате, я готова на них ответить. Так, вижу вопрос, что презентация поделитесь, смогла зайти на семинар и все пропустила. Презентация будет сохранена на сайте и будет доступна для просмотра. Спасибо за обратную связь. Спасибо. Так, вопросов нету. Все, спасибо большое. Всего доброго, успехов вам в этом нелегком труде. До свидания.